Вышиваю я давно. Сначала вышивала крестиком, очень много было работ. Потом я для себя решила, после посещения телеканала АТР, нашего крымско-татарского телеканала, на передаче «Саба-РТ», я была со своими картинами, и когда шла по коридору, поставила себе цель в обязательном порядке научиться нашей крымско-татарской вышивке и приобрести этот навык, разобраться в орнаментах. После знакомства с Серверуджа Эбубекировым он мне сказал такую фразу: вот вы копируете старинные изделия, а что вы оставите после себя? На этот вопрос очень сложно ответить, потому что мы еще более точно не знаем наш орнамент, язык орнамента, мы знаем все это поверхностно. Хотелось бы подойти к этому более профессионально. Вот у меня копии старинных работ. Свое создать — это сложно, потому что у нас, получается, с 1944 года по нашему приезду с 90-е, да, это такой пробел, который надо восполнить. Поэтому мы и копируем и пытаемся познать, что хотела передать вышивальщица. Это Куран моей бабушки, и я создала, просмотрев очень много, как их и не очень, конечно, много, но старинные Куран-каплар, и вот создала вот этот орнамент. Вот он мне как-то не то, что вот он мне дорог, он мне близок, дорог, потому что я в него вложила вот именно в эту семейную реликвию, вложила, наверное, вот все, чему я научилась. Он означает, самое первое, это о том, что здесь Куран, могущественный, да, это Куран. Два квадрата, которые наложены друг на друга, это два мира, этот и следующий. Дальше идут пожелания для нашего рода. Цифра 3 – это пожелание бессмертия, долголетия. Цифра 4 – это чтобы это было как постоянство, как 4 времени года. То есть зима, весна, лето, осень. И опять по-новому. Вот это вот, чтобы это было циклично. Вот. Сулюк – это здоровье, берекет. Рожки – это защита от сглаза. И цифра 8 – это чтобы к успеху все стремились, достигали чего-то в жизни, были цели, эти цели, естественно, да, к этим целям все шли. И как капля, это как капля возрождения. То есть тут... Самое главное всегда в любой работе это должно быть с позитивом, правильно? С положительной энергией. Не начинаю ни одну работу без определенной процедуры. Как вот читаешь Куран, да? Берешь, прежде чем взять Куран, ты должна соблюсти до этого весь ритуал. Точно так же я отношусь к своим работам. То есть они очень чистые. Вот на таком позитиве я всегда работаю. Я когда вышиваю, во-первых, начнем с того, что я это очень люблю делать, очень. И когда берешь иголку в руки и вышиваешь, особенно марамалар, это копии старинных работ, это какая-то как магия своего рода, отрешенность, ни о чем не думаешь, опять-таки вкладываешь душу, мечтаешь, планируешь. Мечтаешь о таком своем, девичьем, можно, да, сказать. И о детях, о внуках, о том, чтобы у них все было хорошо, все были живы-здоровы. И частица души в каждой работе.
моя такая мечта, чтобы больше девочек пришли к этому, а ведь они, узнав о нашем орнаменте, потому что это своего рода волшебство, особенный такой момент, когда девочка, вот, ну, приобретая на свадьбу хуранкап, они не знают, что там вышито, какой посыл, какая энергетика, какая программа. Вот. Каждый завиточек, каждый кружочек, каждый цветочек, куда он наклонен, куда он повернут, он несут свой смысл, свое значение имеют. Это особый язык, который я вот мечтаю, чтобы узнали очень многие. Мало кто вышивает, очень мало. Я хочу, чтобы девочка, вот у меня внучка растет, да, она уже приходит, она видит меня, что я делаю, что ты делаешь, да, вопросы всегда задает. Вот я мечтаю, чтобы она тоже, я ее непременно обучу к этому искусству. Хочу, чтобы много было желающих, чтобы они были в наших рядах. Когда ты изучаешь орнамент, непосредственно ты слышишь 5 столпов ислама, 6 столпов веры, цифра 5, цифра 6, и они передаются в орнаменте. И я действительно приоткрыла эту дверь, я очень много стала читать, смотреть роликов, литературу подняла, обратилась к верующим людям, начала делать намаз, читать Коран в том году, изучила, потому что это тоже очень важно. Для меня был вопрос, почему нету куранкапов? Есть марама, есть там другие изделия, да, платья, а нету куранкапов. А их и не было, потому что раньше Коран читали, он был всегда открыт. Каждый день нужно прочитать одну страницу хотя бы. Только путники, которые ездили в хадж, они брали с собой сумочку для Корана. А сейчас это как реликвия. Ну да, как поставили, и Коран лежит в этом куранкапе. А ведь закрытый Коран — это как могила. Он всегда должен открываться.